Добрый день, дорогие читатели и подписчики наших страниц в социальных сетях. Вас приветствует читальный зал искусства. Сегодня мы представляем вашему вниманию книжную выставку «Великие юбиляры». 1 мая исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного артиста Казахстана Мурата Жунисбекова, который родился в селе Жаунгер Алакойского района Алматинской области. В 1971 году закончил республиканскую эстрадно-цирковую студию искусства по классу народного. В 1971 году начал работать в Алматинской областной филармонии. В 2024 году создал ансамбль из разновидностей древнего музыкального инструмента кобаз. Мурат Жунисбеков побывал с гастрольными поездками в Чехии, Анголе, Турции, Индии, Бразилии, Канаде, Кубе, Франции, Германии и других странах мира, а также во всех республиках бывшего Советского Союза и Казахстана. В 1991 году он дал 10 сольных концертов во Франции, в Париже. В 1985 и 90-х годах занял первое место на республиканском конкурсе мастеров прикладного искусства, проходившего в городе Алматы за звуковую особенность инструментов и награжден дипломами ВДНХ первой степени. 4 мая 95 лет со дня рождения американской актрисы Одри Хепберн. Будущая голливудская звезда Одри Хепберн родилась в аристократической семье в Бельгии 4 мая 1929 года. Ее отец был банкиром, а мать голливудской голландской баронессой. После развода родители Одри переехали с матерью в Англию, а потом в Нидерланды. Война началась, когда девочке было 11 лет. В 19 лет Одри дебютировала в кино, играла второстепенные роли в малоизвестных фильмах. Переломный момент в жизни юной актрисы наступил, когда ее пригласили на главную роль в картине «Римские каникулы». Фильм принес Одри не только всемирную известность, но и премию «Оскар». Следующие 20 лет фильмы с ее участием «Завтрак у Тиффани», «Двое в дороге», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион», «Шарада» неизменно имели успех. Последней ролью в кино для Одри стал ангел Хэп в драме «Всегда». Впоследствии она еще 4 номинировалась на «Оскар». Одри Хепберн скончалась от рака кишечника на 64-м году жизни 20 января 1993 года в маленьком швейцарском городке недалеко от Лозанны. 9 мая исполнилось 100 лет со дня рождения советско-российского поэта, барда, прозаика, сценариста, композитора Булата Шалвача Акуджавы. Поэта, который одним из первых стал исполнять свои стихи под гитару и породил огромное движение авторской песни. Писателя, оставившего несколько тонких мемуарных и исторических книг. Человека, постоянно думавшего об историческом опыте своего поколения и ставшего символом поколения шестидесятников. Булат Акуджава написал свыше 200 песен, став основоположником авторской песни в стране. Это произведение о войне, дружбе, о любви, среди которых «Синий троллейбус», песенка об Арбате, пожелания друзьям, «Счастливый жребий», грузинская песня и другие мелодии. Он утверждал, что стихи считает главной частью песни, а себя называл поющим поэтом. Пластинки с его композициями расходились огромными тиражами. Песни Акуджавы стали неотъемлемой частью советского кино, включая такие всенародно любимые фильмы, как «Покровские ворота», «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья» и другие. Булат Акуджава ушел из жизни
1977 году. Указом президента России была утверждена премия имени Окуджавы, которая вручается поэтам и исполнителям авторской песни. В Санкт-Петербурге к столетию барда поставили музыкальный моноспектакль «Часовые любви», где постановка рассказывает о биографии и творчестве поэта. 11 мая исполнилось 120 лет со дня рождения испанского живописца, графика, скульптора, режиссера, писателя, одного из ярких представителей сюрреализма Сальвадора Дали. Сальвадор Дали – известнейший сюрреалист и один из самых влиятельных деятелей искусства XX века. К славе его привел эксцентричный характер, уникальный талант и чрезвычайно творческий стиль живописца. Формирование художественного мастерства Дали проходило в эпоху раннего модерна, когда и его современники в значительной степени представляли такие новые художественные чтения, как экспрессионизм и кубизм. В 1929 году молодой художник примкнул к сюрреалистам. Этот год был очень важным поворотом его жизни, поскольку Сальвадор Дали встретил Галлу. Она стала его любящей женой, музой, моделью и главным вдохновением. Так как он был блестящим чертежником и колористом, Дали почерпнул много вдохновений от старых мастеров. Но он использовал экстравагантные формы и изобретательные способы, чтобы составить совершенно новый и современный инновационный стиль искусства. Его картины отличаются использованием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, сновидческих пейзажей и глубокого символизма. На протяжении всей своей творческой жизни Дали никогда не ограничивался одним направлением. Он работал с масляными красками и акварелью, создавал рисунки, скульптуры, фильмы и фотографии. Даже разнообразные формы исполнения не были чужды художнику, в том числе создание ювелирных изделий и других произведений прикладного искусства. В качестве сценариста Дали сотрудничал с известным режиссером Луисом Бенуэлем, который снял фильмы «Золотой век» и «Андалузский пес». В них отобразились нереальные сцены, напоминающие ожившие картины сюрреалиста. Плодовитый и чрезвычайно одаренный мастер оставил огромное наследие для будущих поколений художников и любителей искусства. 13 мая исполнилось 85 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусства Республики Казахстан, члена Союза художников Республики СССР Бургаева Анатолия Николаевича, казахстанского художника-живописца, автора многочисленных работ монументального искусства. Родился 13 мая в 1939 году в городе Тавде Свердловской области. В 1941 году он приехал в Петропавловск. Бургаев навсегда связал с Казахстаном свою жизнь и творческую деятельность. Ключевые темы творчества Бургаева – лира, эпический жанр, пейзаж родного края, городская архитектура, мифология, тюркская, греческая, люди Приишимья, бытовые сцены, архаика, образы исторических личностей, макро- и микромир. Им созданы циклы работ «Уходящая архитектура», посвященный милому и провинциальному Петропавловску, «Путешествие к истокам» или «Евразийство», посвященный средним древним степным цивилизациям, десятки полон с тюркскими мотивами, мифологическая тематика, древняя архаика. Анатолий Бургаев прожил яркую, насыщенную жизнь, оставив после себя богатое наследие. Также 18 мая празднуем Международный день музеев. Международный день музеев отмечается ежегодно, причем каждый год праздник проходит под особым лозунгом. Например, тема Международного дня музеев в 2024 году звучит так, как «Музеи, образование и научные исследования». К праздничной дате сотрудники культурных учреждений готовят множество мероприятий, тематических экскурсий и лекций. Посетить многие культурные учреждения 18 мая можно бесплатно. Причем длятся мероприятия не один день.
могут длиться целую неделю. И одна из главных традиций праздника – это международные акции «Ночь музеев». Ее проводят и в Европе, и в России. В этот день многие музеи и галереи работают бесплатно в вечернее и ночное время. В истории праздника в 1946 году в Париже был создан Международный совет музеев. Это организация музеев и музейных специалистов, которые работают над тем, чтобы сохранить мировое культурное и природное наследие, а также помогает обществу взаимодействовать с материальными и нематериальными объектами этого наследия. Профессиональный праздник хранителей музеев, архивных работников и всех, чья деятельность связана с музеями, учредили в 1977 году на 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев. 20 мая 125 лет со дня рождения советского художника-живописца, монументалиста, графика, скульптора, педагога, народного художника СССР Александра Александровича Дейнеки. Искусство Дейнеки многим известно прежде всего работами о счастливых советских людях, занимающихся спортом и радостно трудящихся на фабриках, заводах, стройках и шахтах. На самом деле творчество Дейнеки намного сложнее. Николай Николаевич Жуков называл его первооткрывателем новой живописи советской эпохи. Основные черты его творчества – это графичность, монументальность, синтез жанров, плакат, графика, изображение советской действительности, любовь к теме спорта, эстафет, выражение силы, энергии в произведении, отсутствие индивидуальности изображаемых, типизация. Александр Дейнека родился в Курске в семье железнодорожника, учился в Харьковском художественном училище, в Курске возглавлял секцию ИЗО губнодобраза, оформлял агитпоезда, театральные постановки, руководил художественной студией при Курском политуправлении. Картина художника отличается монументальностью и плакатным характером. Дейнека умел сочетать на одном холсте плакатный жанр, графику и монументальную фреску. Среди популярных работ художника «Оборона Севастополя», «Бег», «Мать», «Оборона Петрограда», «Окраина Москвы». Помимо написания картин, также иллюстрировал книги для издательств, преподавал изобразительное искусство. Работы мастера хранятся в крупнейших музеях России и частных коллекциях. 20 мая 1934 года в поселке Карамекер Алматинской области родился Нариман Нурмухамедович Каражигитов, казахский и советский оперный певец, лирико-драматический тенор, педагог, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, народный артист Казахской ССР. В репертуаре певца казахские народные песни, русские романсы и песни зарубежных композиторов. Выступления Каражигитова записывались на грампластинке. Его записи песен Абая «Айттым салем қаламқас», «Қор болды жаным», «Көзімнің қарасы» и других хранятся в фонотеке Казахского радио. Многие годы своей жизни Нариман Каражигитов посвятил преподавательской деятельности на факультете «Народная музыка» Казахской национальной консерватории имени Хурмангазы. Среди его выпускников немало талантливых личностей и певцов, таких как народный артист Республики Казахстан Гафиз Есимов, заслуженный артист Республики Казахстан, ныне покойный Бахытжан Искаков, солист ансамбля Дос Мукасан Мурат Кусаинов и другие. Умер Нариман Каражигитов 15 марта 2021 году в Алматы. 30 мая 150 лет со дня рождения российской пианистки, педагога, одной из основателей комплекса учебных заведений имени Гнысиных, заслуженной артистки РСФСР Елены Фабиановны Гнесиной, пианистки, основательница и бессменная глава комплекса.
учебных заведений. Концертная деятельность Елены Гнесиной продолжалась 25 лет. Выступала в многочисленных благотворительных концертах, просветительских мероприятиях, концертах различных художественных обществ. Выступления бывали сольными, но еще чаще ансамблевыми. Постоянными партнерами являлись певцы Хохлов, Сабинов, Книпер. Выступала с братьями Пресс, виолончелистами Букиником, Крейном, своей сестрой скрипачкой Елизаветой Гнесиной, с коллективом Московской симфонической капеллы под руководством Булычева. Количество учеников, воспитанных Гнесиной, не поддается подсчету, так как множество из них учились в школе, в училище, не получая дипломов. Окончивших же училище с дипломом 100 человек. Институт 25. Были ученики, окончившие и спецшколу, и аспирантуру. Среди этих воспитанников такие пианисты, композиторы и педагоги, как Аборин, Чичкин, Мильман, Чайковский, Бабаджанян. Дирижерами стали Рождественский, Акулов, хартмейстером Виноградов, музыковедами Скрипков, а также Рицлин, Ионин, Степанов и другие. Гнесина была педагогом, давшим учащимся прекрасную профессиональную базу, воспитывая их музыкантами широкого кругозора и часто предугадывая их будущие специализации. Елена Фабиановна всегда общалась с самыми выдающимися людьми своей эпохи, привлекала своей творческой энергией, отзывчивостью, добротой и юмором, в сочетании со строгой принципиальностью. К ней бесконечно приходили за помощью, и она неизменно обращалась с ходатайством и добивалась решений по самым разным нуждам для людей разного положения. Елена Фабиановна умерла 4 июня 1967 году в возрасте 93 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Ежегодно 30 мая, в день рождения Елены Фабиановны, гнесинцы собираются на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить память основательницы 4 музыкальных учебных заведений имени Гнесиных. Вот я провела вам небольшой обзор по юбилярам мая месяца. Если хотите подробно узнать, приходите к нам, мы вам расскажем, покажем, подберем нужный материал. Приходите, наслаждайтесь красотой и эстетикой работ талантливых юбиляров искусства. Спасибо за внимание.